Идея арт-проекта возникла из мечты преподавателя. Анеля Линцевич предложила студентам 4-го курса рассказать современным языком о традициях и быте коми-народа. Сделать это решили на примере свадебного обряда. Чтобы завершить вот ту тему, которую мы хотели сказать, о теме взаимоотношений, на тему красоты, на тему любви, это как раз, безусловно, тема свадьбы. Тем более, это очень тема, в принципе, близка для молодых девушек, и они внесли еще большую любовь и ценность в этот проект. Авторы считают, что важно помнить традиции своих предков. Ирина Земцова для выставки предоставила свою частную коллекцию старинных предметов быта. Она начала собирать ее более 40 лет назад. Человек уходит на второй план. И мы, если еще мы не будем знать о своей культуре, то мы вообще будем все одинаковые. Что мы сохранили от своих потомков, какой мы относимся к культуре, это нас отличает, и этим мы, собственно говоря, ценны. Особое внимание на выставке уделили прялкам. Считается, что этот предмет раньше многое говорил о девушке. Своим невестам женихи дарили прялку, а потом ее передавали по наследству. Этому символу создания семьи посвящены некоторые работы экспозиции. Свою инсталляцию Полина Крац сделала на основе росписи вычегодских прялок. Это вот эти круги концентрические, которые символизируют не что иное, как солнце. И этим самым я и хотела сказать и показать внутренний космос женщины, ее отношение к прялке, ее вот этот сакральное нечто, ее внутренний космос, ее образ мысли, как он отражался в изделиях, в различных вышивках, в тканях. Над проектом работали больше года. Студенты изучали этнографические материалы из Национальной библиотеки, музеев и личной коллекции Ирины Земцовой. Требовалось полное погружение в культуру коми-народа. Весь вот этот процесс создания вот этих коллажей, он очень был таким веселым, таким дерзким. Мы все собирались за одним столом каждую неделю, обсуждали работы, говорили, вот, что нужно исправить в этой работе. Все делились опытом друг у друга, как-то перенимали вот это все. И поэтому органично очень получилась эта экспозиция. Если присмотреться, то можно заметить, что у работ нет подписей. Авторы решили не обозначать себя, потому что считают, что вся выставка – это совместный труд. Мне понравилось. Мне кажется, очень красиво. Я ничего не понимаю в дизайне, но визуально мне очень нравится. Экспозицию можно посмотреть до 16 апреля. Юлия Шашева, Александр Кочкин, учебное телевидение СГУ.